Чё кого, сучара? Всем привет! На волне КК4, и сегодня вторая часть, кажись, новой рубрики на канале. На прошлом видео с ответами набралась уже 1000 просмотров, поэтому почему бы не сделать вторую часть? И как вы уже увидели в названии или на превью, сегодняшним поки-ютубером, у которого я буду брать интервью, будет Шизгатита. Я сказал, что нужно, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на канал Шизгатита и его телеграм-канал тоже. Теперь передаю слово непосредственно Шизу. Приветствую смотрящих этого видео, меня зовут Даня, но вы можете знать меня как Шизгатита. Сегодня я отвечу на парочку вопросов для интервью. Почему именно Шизгатита? Я уже рассказывал об этом в одном видео, но суть такова. У меня есть ИРЛ-друзья, которые знают о моих увлечениях покемонами, и вот когда я разговорился, значит, о покемоне Спригатита им, они начали коверкать имена эволюционной линии Спригатита, там зародилась Сперматита, Порногата, что-то там еще было. Ну и в общем, изначально мой канал назывался Спригатита, и это было самое худшее название, по правде можно сказать. И я подумал, что нужно придумать новое название. И я вспомнил вот эти вот рофы, которые мои друзья говорили. И как-то я подобрал Шизгатита. Ну, в общем, как-то так. Как пришла идея создать YouTube канал? Ну, вообще, причин было много. Но повод один. Мне было просто скучно. Мне нечем было заняться, можно так сказать. Я тогда перестал серьезно играть Осу, а раньше я вообще был лютым задротом. И также у меня сломалась клавиатура, так что, можно уже и это приплести. И я подумал, что да, похуй, типа, займусь чем-то другим. И вдохновившись тогда поки-ютуберами активными, типа, Рандом Вапорионом, Кайсом, Кайс сейчас активен, окей. Я решил сделать видео. Я такой, типа, окей, сделаю. Если людям понравится, то людям понравится. Если не понравится, то окей, похуй, не буду этим заниматься. И, первый видос получился не самым хорошим, если его сейчас смотреть. Но для начинающего ютубера, поки-ютубера, уже было неплохо. И я продолжу заниматься этим делом по сей день. Какая твоя самая любимая игра по покемонам? Из дизайнов, если мы говорим про дизайны, то мне нравится Scarlet и Violet больше всего. Да, как бы это глупо не звучало, но все же мне там нравятся дизайны, да и вообще как основная игра, она окей. Правда, в ней были некоторые проблемы, такие как баги, и вообще локация хоть огромная, но было достаточно пусто. Но если говорить о механиках, то мне по душе Покин. И когда-то, я помню, хотел купить Switch именно из-за Покина, потому что я хотел стать некой киберкотлетой, но сейчас это желание что-то пропало, и я вообще что-то перестал играть в Покин даже на эмуляторе. Какая твоя любимая еда? У меня есть определенные позиции. Я вообще если говорить про еду, то я достаточно picky eater, и знаете, мне много вещей может не понравиться. Но если так говорить, то моя любимая еда это, во-первых, гирос. Именно гирос, не шавуха. Шавуха тоже неплохо, но гирос это просто что-то с чем-то. Не знаю, там греки, они просто гениальны. И еще мне нравится чили. Вообще чили по-разному готовится, но чили из Вендиса, из американской фастфудной сети Вендис, это просто... это очень вкусно. Когда новый трек? Не могу сказать точно, но у меня уже есть одна идейка, и, скорее всего, уже многие про нее знают. Я хотел сделать пародийный альбом на Полматери и залить на ютубе как Полшизика, потому что Полшизик и Шизгатита это разные люди, не забывайте. Это разные альтер-эго. И также мы еще не закончили с Ехидной сделать по-настоящему серьезный трек. Мы его делали на стриме, но проблема в том, что есть некие траблы. А именно с сэмплом. Мы использовали сэмпл на одну песню, мы ее засэмплили и Ехидна сделал бит.
Но, чтобы выложить трек с подобным сэмплом, нужно сначала договориться с артистом или выкупить сэмпл. И у нас это не получилось, хотя я пытался написать типа правообладателям, но мне не ответили. Но можно, я думаю, можно все-таки это как-то переделать, чтобы там не было сэмпла. Я вообще говорил ехидне, типа, заменить сэмпл вокала, потому что мы использовали вокал на синтезатор или что-то в этом роде, но ему то ли не понравилась эта идея, то ли он считает, что это не сработает. Ну, в общем, но все-таки мы будем продолжать, и это будет песня, которая будет на всех площадках. Какую музыку ты предпочитаешь слушать? Вообще, я лютый меломан, могу послушать все, что мне зайдет. Но я могу перечислить свои любимые группы и исполнителей. Щиты, Щит, русская инди-рок-группа. Мне она очень нравится, потому что песни очень крутые. Также вообще мой музыкальный вкус начал перерабатываться, когда я наткнулся на группу «Молчат дома». Да, та самая группа, на которой худи у моего персонажа, и у меня в real life есть худи с «Молчат дома», хоть она вроде неофициальная. И «Молчат дома» полностью поменяли вектор моей музыки, и я начал слушать больше всякого разного. Да, можно так сказать. Еще из любимых это Автоспорт. Тоже крутые ребята, но мало что выпускают. Конечно же, полматери. Не зря я на них столько рофла-каверов сделал. И из совсем недавнего, что я начал слушать, это просто охуенный чел. У него никнейм Тайлер The Creator. Просто этот чел просто гений. У него песни гениальные. И даже нельзя сказать, что это рэп, хотя многие его считают рэпером. Но и история его альбомов, у него в каждом альбоме есть своя история, и даже есть трилогия, где истории дополняются. Это вообще просто вынос мозга. Я бы хотел тоже так делать, но я не гений. На кого ты планируешь поступать? Я уже выбрал себе профессию, и это будет графический дизайнер. Ну, или что-то приближенное. Это, может, я выберу веб-дизайнер, UX-дизайнер, неважно. Да, многие, конечно, сейчас не очень верят в эту профессию, потому что, во-первых, конкуренции много, и, во-вторых, нейросети все захватывают, возможно, могут поменять людей, тех дизайнеров заменят роботами, но я в это не верю, потому что человек все-таки создает что-то уникальное, и нельзя это как-то повторить, и нейросеть с этим не справится. Нейросеть, конечно, делает круто, но человека не заменить. И по поводу конкуренции я уже, на самом деле, давненько практикуюсь. Я помню, когда я еще в ОСУ играл, я также... У меня был некий бизнес, я делал оверлей для стримов, то есть я им делал, и им нравилось, и я брал за это вроде $5, но я тогда взял только 2 заказа, а остальным было неинтересно. И также я, кстати, для некоторых поки-ютуберов делал превьюшки, и вы, наверное, даже об этом не догадываетесь, хотя мой стиль превьюши, который у меня на канале, он как бы очевиден. Если посмотреть на превьюшку, которая у меня, все сразу поймут, это что из Гатиты. Думаю, понятно. Это, кстати, еще про дизайн. Если у тебя как-то выделяется что-то, то ли превьюшка, логотипы и так далее, то люди сразу будут об этом узнавать. Поэтому, да, так сказать, небольшой советик. Какие, по твоему мнению, лучшие и худшие поки-ютуберы на данный момент существуют? Конечно, из лучших я приплету себя. Ладно, шутка, я не ЧСВ. Из лучших сейчас именно мне больше всего импонирует Сидорович, офигенный. Орби, тоже неплох, но мало выпускает видео.
Ну, вроде сейчас он восстанавливается, но надеюсь на лучшее. И также Панзерон. Панзерон просто, не знаю, он, наверное, гений. Ну, потому что он юный еще, поэтому идей у него дофига. Все-таки детское творчество и так далее. Сейчас мы старперы, ничего не шарим, да, так говорю. Хотя мне просто 17, да. Худшие ютуберы, я даже не знаю, о ком говорить. Типа, как можно охарактеризовать худшего поки-ютубера. Ну, вообще есть одна группа людей. Просто есть люди, которые просто копируют чей-либо стиль и так... И не добавляют ничего нового, типа, в своей голове. Они просто копируют какой-то стиль монтажа, музыку, что-то еще. И... Ну, ничего нового не приносят, они просто как будто бы копирка какого-то поки-ютубера. Так раньше было с Лизой Покидекс, сейчас это происходит вообще с другими поки-ютуберами. Какие фильмы или сериалы ты смотрел? Ну, вообще, худо-бедно, что на самом деле смотрел. Я, так сказать, человек не смотрящий. И... я все-таки больше импонирую музыке. Знаете, есть спектр из 3 вещей, из интересов человека. Это музыка, фильмы, сериалы и книги. И вот я больше всего, вот прям больше всего направлен на музыку, потому что я много чего послушал, много чего своими ушами слышал. Так что да. Но все-таки некоторые фильмы я могу подметить. Это... Один из моих любимых, это, скорее всего, будет «Бойцовский клуб». «Американский психопат» тоже неплохой. «Эдди Орел» тоже неплохой, мотивирующий достаточно. А из сериалов я даже не могу вспомнить. Вообще сериалы не смотрю. Так же самое на самом деле с аниме. Но один сериал я знаю, но я не знаю, точно ли можно его назвать сериалом. Это «Адам портит все». Достаточно, на самом деле, смешное шоу или сериал. Но, скорее всего, это шоу, да. Но все-таки это смешно, и также поднимаются, на самом деле, серьезные темы. Чем ты увлекаешься, помимо покемонов и ютуба? Но про эту игру я уже не буду говорить, которую я уже упоминал в одном интервью. Все-таки стараюсь реже играть, но, знаете, это как наркотик, все-таки не слезть. Но я стараюсь все-таки... Вообще, такой токсичный комьюнити в этом говне. Я бы об этом сделал отдельное видео. Возможно, я даже об этом сделаю. Знаете, будет мой опыт. Но помимо еще ютуба и покемонов, мне нравится валять, да. И вроде все. Валяние — это когда ты берешь шерсть, тыкаешь ее иглой, и она становится тверже. И я парочку делал валяний, валенных игрушек. У меня даже в телеграм-канале я это постил. Какая была реакция на уход рандом Вапориона? Как и всегда, гиперболизированная, да. Я изначально грустил, говорил: зачем ты это сделал? Зачем? Но потом, через какое-то время, похуй так стало. Так что да. И, да. Какой покемерч есть в IRL? У меня, значит, есть одна китайская ненастоящая плюшка с Перегатита, одна реальная плюшка Фарагата и 2 манги официальные, которые я не читаю, кстати, но, возможно, когда-нибудь прочитаю, да. Планируешь ли делать свой YouTube-канал чем-то больше, чем просто хобби? И бывает ли у тебя выгорание или тильт? И как ты с ним справляешься? Не знаю насчет что-то больше. Все-таки с Ютуба мало что можешь заработать. Даже если подключить там какой-нибудь Бусти или Патреоны всякие. Ну, это все-таки, можно сказать, просто мое хобби, ничего более. Бывает ли выгорание или тильт? Да, бывают. Раньше особо много было. Я в YouTube-сообществе говорил, типа, все, ребят, я ухожу с поки Ютуба. Но, блять, мне на самом деле тогда... Мне сейчас с этого стыдно, потому что многие люди все-таки испугались, но...
С Ютуба я пока что не хочу, по крайней мере, уходить. А Тиль, да, конечно, бывает, но все-таки можно просто перерыв там взять и все. Тиль-то нет. С какими поки-ютуберами хотел бы встретиться в реальной жизни? Не знаю даже. Возможно... Да, блять, реально не знаю. Свапы? Нет, вапы нет. Я не знаю, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Когда коллаба с Кибер-рыцарем? Рофл вопрос. А вот нифига не рофл на самом деле, потому что мне один раз все-таки... Нет, даже 2 раза он мне предлагал, но либо мне не нравилась идея, либо у меня был какой-то слишком заполненный график, и я просто ему отказывал. И, может, я, конечно, об этом сейчас и пожалел бы. Ну, не знаю, может, когда-нибудь все впереди, ребят, все впереди. Вообще, я не из тех человек, который пишет, чтобы, типа, человеком заколабиться, и когда мне предлагают, я могу не особо, типа, согласиться. Так что, да, я такой странный. Ну, короче, это я. Как тебе идея сделать видео про локализацию имен покемонов в полноценную рубрику, где ты в каждом выпуске зовешь нового поки-ютубера? Идея-то неплохая, но реализация, возможно, будет плохой. Потому что, во-первых, с кем мне договариваться, кому я могу там написать, чтобы, типа, и так, поки-ютуберов достаточно мало, но... Ну и во-вторых, возможно, просто кому-то не будет интересно, и мне будет чаще всего отказываться. Так что да, я, конечно, эту идею пригляду, но не знаю, как пойдет. Планируешь ли ты что-то крупное в будущем? И в целом, как ты видишь будущее себя и своего канала? Не знаю, что мне крупного такого планировать. У меня нет даже никаких идей, типа там, я могу создать фильм, и это будет видеофильм или что-то такое. Нет, у меня такого нету. У меня приходит какая-то тупая идея, я записываю ее быстро в блокнот, и, возможно, я ее снимаю. Вот как работают все мои видео. У меня просто приходят тупые идеи, и я потом о них снимаю. Да. Будущего себя, ну, я надеюсь, что я выживу. Я обязательно выживу. И надеюсь, что никуда не уйду, потому что все-таки хочется что-то оставить. Я все-таки же последняя надежда поки-ютуба, знаете ли? Последняя надежда. Смешно. В общем, так, да. Хочу поблагодарить Шизгатита за предложение идеи для коллабы и за то, что ответил на все заданные ему вопросы. Также отдельное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте, что у меня есть телеграм-канал. Подписывайтесь на Шиза, на его телеграм-канал тоже. А с вами был, как обычно, я, Как4. Всем удачи, всем пока.